Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сегодня думал о вас? Кто этот человек и о чем он думал? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, какая-то упавшая с неба птица. Сокол, либо орел, который упал с неба. Так, уже энергетика такая пошла, знаете, аж холодом руки обдало. Тот, кого вы давно не видели. Тот, кто перед вами страшно согрешил, страшно виноват. Он был для вас орлом, но после его поступка небеса ему закрылись. И он упал, видите, камнем вниз, прям об землю разбился. И без вас этот гордый орел летать больше не может. Мне идет, что этот человек долго маску носил и вел себя безобразным образом. Позволял в отношении вас обман, у кого-то предательство отыграется, у кого-то вот подложные иллюзии, да, заблуждения. Человек, который, наверное, себя красиво показал, наобещал, но по факту ничего не сделал. Человек, который у вас в голове как персона нон-грата. Вы запрещаете себе думать о нем. Вы запрещаете себе возвращаться в прошлое. И еще, девочки, мне вот идет, что вы долго в себя приходили после этого мужчины. Возможно, вы даже работали с психологом, чтобы как-то преодолеть эту боль. Не идет прям как разрыв сердца у вас был от этого мужчины. Вот от его поступка, от его поведения, от того, что он сделал. И вы сильная женщина. Конечно, вам очень тяжело пришлось, но вы стали еще сильнее. Вы смогли это преодолеть. По крайней мере, я вижу, что вы держитесь молодцом. И вы живете дальше. Вы нашли в себе силы жить дальше. Вы нашли в себе силы не думать о нем. И перестали плакать. Вы уже о нем не плачете. У вас, наоборот, по отношению к нему такое, знаете, здоровая злость. Здоровая злость. Вот. А он в разлуке с вами столкнулся с тем, что его жизнь превратилась, действительно в какой-то кромешный ад. Когда он был с вами, он как орел летал в небесах, ему небеса были открыты. Вы приносили ему удачу, вы ему всячески помогали, вы его окрыляли, вы его поддерживали. И еще, извините, отыграется, что вы даже в него как-то вкладывались. Кто-то эмоционально, кто-то сердечно, а кто-то и финансово мог мужчину поддерживать. Но после его поступка, как я уже сказала, да, камнем полетел и ударился об землю, больно ударился. Теперь не летать не может, и эти травмы, раны, они, конечно, у него болят. Вот после его этого ужасного действия жизнь его была разрушена. Вы-то уже пришли в себя, а его жизнь была разрушена. И чем дольше без вас, тем темнее небеса, тем страшнее жить. Этот мужчина, он себя ненавидит за то, что он такое сделал. И этот мужчина говорит: я вот готов, не знаю, правую руку отдать, душу продать, да, лишь бы все назад вернуть, лишь бы не повторить эту ужасную ошибку, лишь бы опять этот грех не совершить перед вами. Он знает, что он очень страшно виноват, но он думает о вас постоянно, и он как будто бы мыслями постоянно умоляет вас его простить. И вас умоляют, и небеса умоляют. Он уже не знает, каким богам молиться, вот лишь бы прощение пришло, лишь бы вот все это ушло из его жизни. Смотрите, зонт перевернулся, чашка разбилась, маски сорваны, дерево завяло. То есть, это катастрофа. В его жизни сейчас катастрофа. И то место, в котором он сейчас проживает, находится, оно хуже, чем ад. Хуже, чем ад, понимаете? Вот так мне идет. Это его так высшие силы наказали за преступление перед вами. Я не знаю, что он совершил.
Да даже, наверное, не хочу знать, потому что это что-то страшное. Я не хочу бередить вам память. Но, судя по всему, раз информация пришла, и вы зашли на эту отсыпку, и мужчина смог говорить, наверное, это его единственный шанс вам передать свою позицию. Еще раз попросить у вас прощения и рассказать, как сильно он сожалеет о том, что он совершил. Если бы у него был еще один шанс прожить все заново, он никогда бы так не поступил, никогда бы не поступил. Он думает о том, как ему было хорошо с вами. Вот вы единственная женщина, которая по-настоящему его любила, так как вы его никто не любил. Даже, скорее всего, и мама родная так сильно его не любила, так сильно в него не вкладывалась и так много ему не давала. И он своими же руками вас потерял, понимаете? По своей глупости, тупости, уж не знаю, как там у него. Потерял, мост сломан, разрушен, восстановить его практически невозможно. Он хочет, чтобы вы знали, что не было и дня, не было и часа, чтобы он мысленно не представлял вас, чтобы он мысленно не просил прощения у вас и также у небес за то, что он совершил. Он молится за то, чтобы у вас все было хорошо. Он молится за то, чтобы Боженька смиловался и дал ему еще один шанс хотя бы приблизиться к вам и рассказать о том, что он очень сожалеет, что он будет всю жизнь искупать эту вину, что он знает, что ему нет прощения, что то, что он сделал, это как бы сломало его, сломало ему жизнь, закрыло ему небо. Ну и, конечно, боль вам причинила. Он отдает себе в этом отчет. Надеется ли он на встречу? В снах, в его снах вы встречаетесь. Но он же не глупый человек, он понимает, что вы его уже к себе не подпустите. Верит ли он в чудеса? Наверное, нет. Тем более в такой обстановке он уже в чудеса не верит. Он вам мысленно постоянно желает счастья, да, чтобы последствия его греха перед вами, его этого злого поступка, чтобы они поскорее ушли из вашей жизни, чтобы вы оправились, чтобы вы были счастливы, чтобы все у вас было хорошо. Очень, кстати, религиозным стал, набожным очень сильно стал этот мужчина. Так, еще о вас сегодня думала женщина. Женщина, не знаю, родственница, подруга, может быть, просто знакомая. Женщина, которая хотела бы, либо пытается что-то для вас сделать. Эта женщина к вам очень хорошо относится. Возможно, она уважает, жалеет, ценит вас. И ей прям очень хочется вам чем-то помочь, что-то для вас сделать, помочь, узнать, договориться. И она прям много думала. И думала она о том, что почему у меня так мало возможностей, почему я ни на что не влияю, почему я не имею власти, да. Будь моя власть, я бы все уже помогла, организовала, устроила. В общем, очень хорошая женщина. Она, кстати, очень симпатичная, лицо симпатичное, открытое, доброе. К вам очень сердечно относится. У вас с ней то ли разговор был недавно, а может быть сегодня был разговор. И прям, знаете, у нее хотите верьте, хотите нет, но за вас сердце и душа болит. Прям настоящий друг, либо истинная родственница, так мне идет. Так, также о вас сегодня думал другой мужчина. Мужчина, у которого в инициалах есть буква «С». Это имя, фамилия. Мужчина, который молод, но не глуп, давайте скажем так. Мужчина, который, не знаю, вас взглядом провожал. Где-то вы были, проходили, находились, и он вас провожал взглядом. Мужчина думал о том, что вы, как женщина его мечты, да? Что о такой женщине он всегда мечтал. Но и также он думал о том, что вы очень холодная, как снежная королева, что к вам не подойдешь, страшно к вам подходить, а вдруг вы пошлете, да, таким льдом его обдадите, да, холодным взглядом, что он прям примерзнет к месту. Возможно, он даже пытался как-то хотя бы поздороваться, но не смог, чисто физически не смог, испугался. Мужчина сам себя ругал за глупость, за трусость, но у него на вас очень серьезные планы, у этого мужчины. Прям грандиозно серьезные планы. И мне кажется, что он еще себя проявит. Но он, знаете, как будет себя проявлять? Через тройку. Тройка. Тройка — это общение, дружба. Как коллеги общаются через тройку, знакомые общаются через тройку. И у него такой хитрый план.
зайти в вашу жизнь через тройку. Ну, типа, ну, я всего лишь друг, да, туда-сюда, я ничего такого не имею, давай подружимся, вот, а потом ты ко мне привыкнешь, да, а потом уже все у нас с тобой и сложится, и получится. Ну, такой хитренький, конечно, мужчинка. А с другой стороны, а какой у него еще вариант? Вы действительно, скорее всего, очень такая недоступная женщина, женщина, которая знает себе цену, женщина, которая не будет тратить время на каких-то никчемных мужчин. Вот, скорее всего, у вас там работа, дела, ответственность, учеба у кого-то отыграется. Ну, что есть, то есть, девочки. На вас вообще мужчины смотрят с обожанием, но с опаской, да, потому что вы действительно какая-то снежная королева. У вас красота такая, знаете, прям вызывающая. Даже если вы не краситесь, ну, не пользуетесь, да, макияжем, не делаете, красота, она прям вас прославила. Хотите верьте, хотите нет, но о вас мужчины в своих этих кулуарах, да, в своих кругах, они о вас говорят. И у вас очень хорошая репутация, очень хорошая такая, вот знаете, я бы даже сказала, немножко жестковатая, что вот к вам не подойти, но вы такая классная. Вот вы знаете, как желают, там тосты поднимают, вот девушку тебе, как вот она, либо жену тебе такую хорошую, как она, да, вот такие пожелания идут. Да, мужчины, конечно, тут на вас смотрят с обожанием, но и со страхом, да, потому что вы любого можете и сломать, и послать. Так, еще о вас сегодня думал, вспоминал. Ну вот смотрите, тот, кто по работе, с работой кто-то связан. Может быть, вы куда-то резюме отправляли. Может быть, вы с этим человеком работаете, сотрудничаете. Может быть, это клиенты. Может быть, это кто-то, кто заинтересован в вас профессионально. Либо из прошлого, да, вы вместе работали. Этот человек о вас думал, вспоминал. Я не могу сказать, мужчина или женщина. Ну, здесь показано, что вот лопата, да. Возможно, у человека не получается что-то на работе, и человек думает о вас, что вот надо вас пригласить, и все получится. Либо, может, клиент, да, к другому мастеру ушел, другой мастер ему там сделал кучу какашек, и этот человек думает: господи, какой же я глупый, какая я глупая, зачем я к другому мастеру пошла, да, а теперь как мне все это исправлять? Да, вот такие мысли тоже. Лучше к вам ходить. Может быть, кто-то сожалел, с кем вы раньше сотрудничали, да, что вы ушли, а теперь вот работа застопорилась, теперь так тяжело работать. Такие вот мысли вот с работой, да, работа, ваше мастерство. Кстати, у кого-то еще отыграется, что вас могли в пример ставить, да, вот рассказывать там новым сотрудникам о вас, о ваших достижениях, о ваших умениях, профессионализме. Эти новые сотрудники там просто трепетали, когда слышали, какой вы супермастер. Да, интересно. Так, еще мне показывают двух женщин, которые как две пиявки. Две пиявки такие гнусные, страшные. Вот они сегодня не только думали о вас, они еще о вас говорили. Говорили, конечно же, гадости. Тут какое-то осуждение было о вас. И также какие-то, вот знаете, придумки, задумки были, да? Как вас вывести на чистую воду, что вы не та, за кого себя выдаете, что вы такая добродетельная, с хорошей репутацией, на самом деле 100% нет, да, то есть там придумывали что-то. Ну, в общем, думали, сошлись на том, что ничего не придумали, и также они разошлись. Слушайте, эти женщины, они вам знакомы, и вы с этими женщинами периодически контактируете. Но когда вы с ними контактируете, они вам постоянно улыбаются. Вот улыбка до ушей, хоть завязочки при шее, а по факту они прям такие ненавистницы, зловредные, злонамеренные женщины. Вот прям вам такая примета, да? Две штуки, две женщины сразу вдвоем ходят, может быть, они подружки, и вот они очень много улыбаются. Вот когда с вами общаются, очень много улыбаются. Вот это они. Держитесь от них подальше и не давайте им спуску, потому что они смелые, пока им пару грубых не скажешь, да, либо пока на место не поставишь. А так, по факту, они очень трусливые и очень такие боязливые. Вот вы с ними построже, и тогда они вообще будут бояться о вас говорить. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.